Леонид Ирмович Левин родился в 1937 году в Киеве. Окончил Житомирский государственный педагогический институт по первой специальности преподаватель русского языка, литературы и английского языка. Преподавал в школе рабочей молодежи. Увлекшись идеями Макаренко, 2 года проработал воспитателем в детской трудовой колонии. Со студенческой скамьи сотрудничал с прессой. По приглашению республиканской газеты «Молодежь Якутии» начинал свою карьеру младшим литературным сотрудником. Заведовал разными отделами редакции, был ответственным секретарем. В 1969 году утвержден главным редактором молодежного издания. Избирался секретарем Якутского горкома Всесоюзного Ленинского комитета Союза молодежи. С 1974 по 1982 год работал заместителем главного редактора литературно-художественных журналов «Хатугус Улус» на якутском языке и «Полярная звезда». В течение 5 лет руководил областным партийным издательством. В числе многих новшеств осуществил проект издания региональной рекламной газеты «Якутская неделя», по тому времени одной из первых за Уральским хребтом. В начале 90-х на волне экономических перемен под началом Левина выходит первая в республике деловая газета «Бизнес-клуб Якутии» и приложение к ней, активно поддерживающие нарождающийся местный рынок. Сегодня оба эти издания представляют единое целое под названием «Реклама бизнес. Все для вас». Главной опорой медиахолдинга является современная типография, создание которой позволило избежать прямой экономической зависимости от финансовых и властных структур. Сегодня это самый крупный частный полиграфический комплекс на северо-востоке страны. Леонид Ирмович Левин – генеральный директор крупнейшего в Якутии издательского дома «Нордпресс», в составе которого самые популярные в республике периодические издания и современная типография, член Союза журналистов Якутии, заслуженный работник культуры. Леонид Ирмович Левин является председателем Ассоциации независимых издателей России «АНРИ» и членом правления медиаобъединения ВДВ «Союз», Союза издателей и распространителей печати СИР-ПП. Особо дорожит 2 местными наградами: знаком под номером 1 «Лидер перемен» и званием «Дед Ассоциации подросток», член правления Союза журналистов Якутии, член Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Я всегда задавал себе вопрос, вот государство и отечество – это одно и то же? Но у нас же словом «государство» подменили слово «отечество». Ну, это кому как угодно. Ну, кого как угодно, но есть, в общем-то, есть, в конце концов, есть какие-то реалии, которые происходят в нашей жизни. Поэтому надо всегда вот видеть, большое надо видеть. Там меняются уклады, меняется устройство, меняется, приходят и уходят люди, а отечество у человека одно. Оно никуда не уходит, оно остается отечеством. И также журналистика. Один очень интересный человек, работающий в свое время, блиставший на федеральных каналах, он академик телевидения. Когда его спросили, что для вас на первом месте стоит, он сказал очень откровенно, цинично, потому что цинизм сегодня, в общем, сейчас уже стали маскировать какие-то вещи, а раньше в 90-е годы очень цинично говорили о многих вещах, не стесняясь. Ну, там, то, что обогащайтесь любой ценой, там, и все такое. Говорили о другом тоже цинично. Так вот, он тогда сказал, что для нас на первом месте деньги, на втором месте власть, а на третьем месте все остальное, то, что нас смотрит. Это интересный человек, это профессиональный, это умный, это просто циничный человек, который выразил какие-то вещи, назвал их своими именами. Поэтому для меня, вот, в общем, для меня прежде всего в газете это журналист, его позиция, его отношение к жизни. Но опять-таки журналист это нормальный человек, у него есть семья, у него есть дети, он их должен кормить. И поэтому люди мирятся с тем, что они должны работать по указанию. Функции остаются те же.
у печати. Возник интернет, у него тоже свои функции есть, у него свои жанры, вот блогеры, там возникает, там тоже, там есть своя тематика, там есть все, многое. Пока интернет еще во многом подпитывается прессой, он оттуда материалы перепечатывает, и люди заходят, и сейчас iPad, iPhone, люди заходят и смотрят, прежде всего, в общем, смотрят новости из газет, потому что людей интересует это, потому что аналитика в газетах, потому что уровень газетных выступлений сегодня, он все-таки, я бы сказал, что он отточен веками, и сегодня культура, в общем-то, слово в газетах, конечно, выше, чем где-либо, чем на телевидении, чем где-либо, чем на радио даже, там, хотя радио где-то ближе даже, может, на радио тоже там не видно, поэтому там люди стремятся как-то вот слово свое отточить, и чтобы оно... И мы с вами говорим просто сегодня о падении профессионализма. А это падение происходит, вы мне извините, опять мы о том же говорим, когда поощряют просто тех, кто служит, а не тех, кто пишет. Когда идет вот такой процесс, да, когда качество уже перестает быть главным, а главным становится, в общем, какой-то политический момент. Момент преданности, момент, в общем, выполнения каких-то обязанностей, долга да. Я думаю, что сегодня вообще по сравнению с прежними, вот я сейчас страшную вещь вам скажу, вот прежними годами, сегодня уровень профессионализма якутской прессы, пресса стала разнообразнее, богаче, все, но уровень профессионализма, печатная пресса, во всяком случае, он стал ниже, чем он был где-то вот в те времена, когда я начинал работать. Хотя там и давление было, и вот эта ленинская формула партийности, и вот это все было там. Мы не можем, как в то время, когда я работал, это совершенно другое время. И какие-то элементы другие. И молодежь уже сегодня другая. Она сегодня сидит за компьютером. Она сегодня, в общем, проводит часы, там, дни. И надо каким-то образом сделать так, чтобы интернет был, в общем-то, так сказать, носителем истинно культурных ценностей. Потому что для меня понятие духовности, оно несколько другое, чем вот то шумное понятие, которым здесь шумят, кому только не лень в республике. Ведь шумят же, шумим, братья, шумим, вы помните его классика там, да? Шумят, то только не шумит по поводу духовности. Дана команда шуметь. И все прошумели, потом опять шумят. От этого духовности не прибавляется. Духовность – это дела, это определенные дела. Вот когда выстраивают, скажем, вот в свое время вот сделали школу музыки, она дала скрипачей, совершенно прекрасно. Развивается вот какой-то блок, предположим, там какой-то литературы, хороших книжек, да, и люди хотят читать. Люди не хотят читать. Люди плохо начали читать. Это потеря духовности. Тут надо искать выходы. Насильно не заставишь никого читать. Нужны такие книжки, нужна такая пропаганда книги. И пропаганда может вести только вокруг хороших книжек. Потому что плохую книжку прочтут и больше вообще не будут читать. Мне кажется, что проблема духовности, как и проблема журналистики, как и проблема жанров, она сегодня упирается в подготовку людей. Людей надо немножко по-другому учить. Людей надо, чтобы люди, которые выходят в жизнь, чтобы у них были амбиции совершенно немножко другого рода. У них были амбиции. Сегодня очень много индивидуального, сегодня очень много обогащайся, сегодня очень много такого, что просто всем нам вредит. Деньги нужны всем, но не до такой степени, как мы довели эти процессы, в общем-то, там, да, это уже чревато, я говорю, какими-то большими неприятностями для будущего страны, вообще для будущего всего нашего. И я думаю, что газеты могли бы лучше использовать свои жанры, вот, скажем, починят жанра фельетон, и я попытался там, вот, скажем, там, вот, я думаю, что это, я вообще не знаю, мне кажется, что за долгие годы я не слежу за прессой, это один из немногих попыток сделать фельетон, вообще написать. Целый ряд вещей умер, к сожалению. Я не знаю, возродятся они или нет, это зависит от людей. Это зависит от людей, которые вслед за нами придут в журналистику и эту журналистику будут делать. Здесь свои проблемы.
Люди, которые приходят в журналистику, уходят пресс-секретари и не приходят в газеты. Тут свои проблемы. Мы входим в информационный век. Сегодня значение слова резко вырастает. Мы еще даже сами не осознали всего этого в полной мере. Резко возрастает. Сегодня уже, так сказать, мысль становится не какой-то частью чего-то, а мысль становится движущей силой цивилизации. И слово становится, в связи с этим, оно становится тоже уже неким, так сказать, прямо влияющим на, ну, не само по себе слово, а через людей. Слово, вот, вы поверили во что-то, то, что вы прочли, узнали, вы отреагировали на что-то, и вы начинаете, соответственно, действовать. То есть слово становится уже материальной силой в определенном смысле. Там, да? Не зря же там написано, кажется, в Библии о том, что слово есть дело. Вот. И поэтому сегодня особое значение приобретает вот этот вот союз, вот эта корпоративность, вот то лучшее, что в нашей профессии заложено. Что я могу пожелать своим коллегам? Надо быть более корпоративными. Это очень сложно. Разные формы собственности, из разных источников зарплату получают журналисты, разные возможности, и финансовые возможности, и творческие возможности. Кто-то может жить просто выполнять там чьи-то газета поручением становится и там выполняет чьи-то, она пропагандист, агитатор, организатор. А есть сегодня все-таки в России, слава богу, что есть уже группы газет, группы издательских домов, которые, я, кстати, президент Ассоциации независимых издателей России, это 60 издательских домов, которые, в общем, уже научились зарабатывать деньги, и у которых есть позиции, которые могут эту позицию свою поддерживать, в общем-то. Они могут сказать «нет» там, где надо говорить «нет». Нам не хватает корпоративности. Нам надо сближаться. Кстати, в Якутии в последние годы произошли, мне кажется, позитивные, какое-то началось движение в правильную сторону. То есть, мне кажется, что правительство, там, Борисова, они учатся терпеть, потому что иногда не все нравится в газетах, но это будет концом света, если начнет все нравиться, то, что пишут. Вот, это будет концом света. Это будет конец вообще журналистики, если все будут писать только то, что нравится тем, кто сегодня находится у власти, кто управляет нами или поет для нас, или что-то еще такое. Аксакал якутской журналистики Леонид Левин, входящий в состав Федеративного совета журналистов России, получил из рук Всеволода Богданова почетный знак Союза журналистов России «Честь, достоинство, профессионализм». Этим знаком награждаются единицы и исключительно за выдающиеся достижения. Смена век была неизбежна, эта смена век просто она произошла именно сейчас, но я не хочу говорить, почему, я понимаю, почему это именно сейчас произошло. Пришли, в общем-то, новые люди, которые должны оздоровить Союз. В каком смысле оздоровить? Сегодня изменилось, вот это поле информационное, оно резко изменилось. Сегодня очень усилились позиции электронных СМИ, новых СМИ очень усилились позиции. Союз был всегда немножко традиционным. Он делал упор в основном на бумажные СМИ. Да? Сейчас произошло перераспределение, там будет, в общем-то, там уже и довольно сильно представлено телевидение, которое, вот не зря Сагалаев выступал сегодня, которое раньше, у них была своя структура, свои это все. То есть, если вот я говорю, это вот в этой ладони разные пальцы были, они были растопырены, то сейчас эти пальцы сдвигаются, и может образоваться некое общее образование, которое сможет более успешно и более хорошо работать. И второе. Я на том съезде, журналисты выступая, глядя в глаза одному из замов председателя Думы, я сказал, от ваших законов веет кошмаром, веет холодом. Я это говорил с трибуны съезда, поэтому я это повторяю.
Вот сейчас там возглавляет департамент, там комиссию по прессе возглавляет мой однофамилец Леонид Левин, Леонид Леонидович. Это позитивный человек, не потому что Левин Левину рад, он просто позитивный человек. Теперь вошли какие-то люди с Народного фронта. То есть идет некий процесс консолидации. Правительство дало очень серьезные деньги для того, чтобы, в общем-то, поддержать экономику Союза журналистов. Очень серьезные деньги. То есть создается то, что с одной стороны возвращаются блудные дети, с другой стороны создается некая консолидация, просто власть принимает самое непосредственное участие в том оздоровлении Союза, Дума. Все это уже консолидировано. Все очень хотят для того, чтобы вот все вот это сработало на позитив, чтобы люди, которые состоят в составе Союза, чтобы эти люди, в общем-то, могли достойно называться четвертой властью. А журнализм сегодня крайне необходим. Необходимо расследование, необходимы какие-то, я говорю, просто честные материалы о том, что происходит рядом с нами. Необходимо рассказать о плохом и о хорошем, обо всем том, что составляет понятие нашего времени, нашей эпохи. И очень важно то, что сегодня звучало и прозвучало, о том, что не надо людей делить на идеологические какие-то эти самые там, разбрасывать их по квартирам разными, а надо, наоборот, работать со всеми. Люди имеют право на свое мнение, и пусть они это мнение высказывают, и пусть побеждает то мнение, которое действительно должно победить.